Ежегодное расширенное заседание правительства с участием президента традиционно проходило в резиденции президента Аккорде. Однако сегодня впервые за несколько лет в здании Дома правительства. Впрочем, и само нынешнее заседание было полно сюрпризов. Сначала Нурсултан Назарбаев пригрозил акционерам банков разоблачением за попытки вмешательства в работу главы Нацбанка. После громкого ареста руководства Единого накопительного пенсионного фонда, который находится в ведомстве финрегулятора, в прессе появилась информация о задержании главы Национального банка Данияра Акишева. Президент связал нападки с тем, что молодой управленец пытается навести порядок среди банков второго уровня. Это делают акционеры и спонсоры, которых вот здесь сидят, в этом зале некоторые. Никого не бойся. Никого. Эти газеты, не газеты, ведь журналисты виноваты, а хозяева. Мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют наведению порядка. Вот действуй смело. Никого не бойся. Есть. Честно, по закону, как положено. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию. Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками. Госуслуги переводятся в электронный формат. Однако фактического сокращения численности сотрудников и проверяющих органов не происходит. Президент заподозрил, что в правительстве образовалась пятая колонна. Где сидит пятая колонна внутри правительства? Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому. Удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается. Чудо какое-то вообще. Иностранные инвесторы не участвуют в приватизации госпредприятий. По мнению Назарбаева, и в этом есть недоработка членов правительства. Усложненный налоговый кодекс с множеством лазеек позволяет контрольно-надзорным органам ставить неоправданные препоны бизнесу. Предприниматели становятся фигурантами уголовных дел, но при более тщательном рассмотрении оказывается, что нарушения не столь значительны. Скрытый рекет бизнесменам. Понимаешь? Да. Напугать надо, завести уголовное дело, потом он бегает, и он готов хоть на что хочешь. Кто это сделал из правоохранительных органов, налог, он не должен оставаться на работе. Назарбаев призвал членов Кабмина считать государственные деньги. И первым в этом деле должен быть глава Минфина. Он получил второе по счету предупреждение, после третьего – увольнения. Закоперщиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третий для тебя будет очень плачевный. Есть, Александрович. Глава антикоррупционного ведомства Кайрат Кужамжаров сообщил, что только в прошлом году к ответственности привлечено 2900 должностных лиц за казнократство и взятки. По итогам прошлого года счетный комитет выявил финансовые нарушения в госорганах на 160 миллиардов тенге, а это почти 500 миллионов долларов США. Президент назвал чиновников-коррупционеров предателями. Какое огорчение. Я переживаю больше, чем родители вот этих людей, чем они. Напрасно. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое оказывается людям. Назарбаев дал правительству 2 месяца для устранения всех обозначенных проблем, а также для презентации нового налогового кодекса. Айнур Коскин, Ганизат Успанов. Настоящее время.